Проливной дождь и крупный град размером со спелую вишню. Апофеоз изменчивой погоды, установившейся в регионе этим летом, и увертюра приближающихся осенних холодов. Еще накануне в обед горожане радовались теплой солнечной погоде, планировали поездку на городской пляж после напряженного рабочего дня в душных офисах. Для многих первую почти за 2 летних месяца. А уже к 6 часам вечера над городом нависли грозовые тучи. Гром, молнии, обильные дождевые потоки, сменяющиеся ледяными осадками и множественные сообщения в социальных сетях, свидетельствующие об удручающих последствиях непогоды. Многие улицы, затопленные дождевой водой, оказались непроходимыми для пешеходов. С отдельных городских районов поступали заявления о сколах и царапинах, оставленных градом на кузовах автомобилей. Садоводы же были всерьез обеспокоены состоянием своего хозяйства. В коллективном саду номер 6 по четвергам обычно крупного наплыва дачников не наблюдается. Неполивной день по графику. Однако уже с раннего утра на садовых участках можно было заметить большое оживление. Град, но он совсем был мало. Мы не почувствовали ущерба. Ну, минуты 2, наверное. 2, даже не 2. Быстро Он прошел. Мимо, да, а где-то сильно было. Видно, что было вообще окружено было облаками, это самое, как вам правильно? Черные облака были. Да, но я думаю, сильный, предупредили, наверное, я и побоялся, хвостик. думаю, наверное, она все, наверное, побьет нас. Нет, мимо вот так вот, скос, наверное, все, год прошел. Я его не застала, была дома, но ничего не побилось. Я посмотрела, ничего не побилось. Смотрел, нет, нормально все. Обошлось, значит. Да, обошлось. Ну, говорят, прошел. Ну, приехали вот посмотреть, все нормально. Пару минут, вот как горошинки, летели, буквально не больше 2 минут. И все прекратилось. Ну, слава богу, не побил. Да? Нет, вот можете ничего, посмотреть вот, участок. смотрите, вот. Вот ни помидоры, вот огурцы, ничего даже. Ничего не побило. К счастью садоводов, территории дачных участков ледяной шквал практически обошел стороной. Более того, ливень, затопивший городские улицы, едва промочил верхний слой чернозема. Растениям, как комментируют ситуацию дачники, в нынешний садовый сезон не хватает ни влаги, ни солнечного света. Вот поверьте, вы вот в городе, Сухо, у нас вот дети в городе сухо. живут, да? Вот мы сейчас копнешь землю, она сухая. Вот сегодня мы будем поливать, мы поставили брызгалки. Все опаздывает, все задерживается в росте. Все-таки тепла, солнца не хватает. Нету. Малина вот у нас, вы знаете, мы всегда очень много малины снимаем. Вы видите, нету нынче малины. Вот пион даже, вот обратите внимание, вот пионы, когда До вот в сих конце пор еще. июля Вон цветок на пион пионе. цветет. Он где-то уже в середине июня отцветает, а это еще до этих пор цветет. Конечно, урожай тяжеловато идет, потому что больше прохладной погоды, а тепла. Для всего нужно тепло. Для картошки, для огурцов, для помидор нужно нам только тепло, больше ничего. И если кроме суровых погодных условий хозяйству местных садоводов ничего не угрожает, то фермерам из Янчуринского района на днях довелось столкнуться с настоящей катастрофой, вызванной буйством стихии. Мелкий рогатый скот спрятался под деревом, когда погода испортилась и разразились дождь с грозой. Стадо овец и коз, всего 78 голов, упали намертво одним разом в результате удара молнии, после чего данные кадры стали достоянием интернет-общественности. Подобные трагические инциденты недавно фиксировались и в других уголках страны. Согласно метеорологическим сервисам, дождливая погода с прояснениями продержится в регионе еще не менее недели. Когда на территорию Башкирского Зауралья придет тепло и успеют ли горожане насладиться летним отдыхом в отведенные для этого календарные сроки, до сих пор остается под вопросом. Ринат Музафаров, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.